Куда подальше. Эхо твоего города вместе с радио «Эхо Москвы». Персонально ваш. Здравствуйте, с большим удовольствием начинаю в прямом эфире «Эхо Москвы» в Уфе программу «Персонально ваш». Меня зовут Руслан Валиев. А почему с большим удовольствием? Потому что у нас в гостях геолог Исхак Фархудинов. Ныне он работает заместителем директора по научной работе Государственного геологического музея имени Вернадского в Москве. Привет, Исхак. Добрый день, Руслан. Я напоминаю, что у нас также прямая трансляция в Ютубе есть. Нас там можно смотреть, слушать, а также задавать вопросы гостю и комментировать услышанное. Также есть номер для СМС, WhatsApp и Telegram сообщений +7 927 304 10 51. Так случилось, что мы встретились живьем после большого перерыва, причем в те дни, когда годовщина событий на Куштау, будем говорить, отмечается, да, что греха таить. Мы вместе 16 августа прошлого года ездили на Куштау, не знали, чем это закончится. В итоге возвращались в хорошем приподнятом настроении, выкладывая в социальные сети, значит, фото и видео, которые мы там зафиксировали. Год прошел. Выводы, которые мы делали поначалу, и те выводы, которые мы делаем сейчас, у некоторых вот участников отличаются. У вас, Исхак, они отличаются? Или все-таки вот примерно те же впечатления и те же самые умозаключения можно повторить и сейчас? Ну, я думаю, в чем-то отличаются, в чем-то они повторяются. А по тем умозаключениям, которые до этого были, они, в принципе, такие, как и они формулировались. И очень радует, что то, что мы говорили, и другие ученые говорили, и Марс Григорьевич Сафаров говорил о том, что там хватает довольно много известняка дальше вглубь, если копать Шахтау. То есть и это все подтверждается. То есть и сейчас уже и БСК это подтверждает, что альтернативное месторождение, такое как Худолазское, о котором тоже давно шла речь, тоже, оказывается, все-таки в итоге оно подходит. И это радует, что сейчас все поменялось. То есть жизнь подтверждает, что вот эти вот утверждения садовиков о том, что ничего другого не подойдет, это были ложные утверждения, основанные на желании заработать больше? Ну, в принципе, да. Угу. Значит, вот сейчас мы имеем содовая компания то, что имеем, да, она совершенно иначе себя ведет в публичном пространстве, готова разрабатывать Шахтау, готова разрабатывать дальние месторождения. Но как бы остается вопрос по поводу защитного статуса Куштау. В том смысле, что он обладает статусом особо охраняемой природной территории, но есть еще судебный процесс, связанный с лицензией. Вот на ваш взгляд, действительно ли правы те защитники, которые до сих пор опасаются за судьбу Куштау? Или, на ваш взгляд, проблема все-таки окончательно решена, по крайней мере, политическое решение принято, и это уже гарантия? Ну, на мой взгляд, конечно, в нашей стране опасно быть вообще абсолютно в чем-то уверенным, но все-таки мне кажется, что проблема, она решена, политическое решение принято, что Куштау разрабатываться не будет. То есть мне хочется так верить в это. Угу. Тогда немножечко вот в прошлое. Я просто вспоминаю собственную эволюцию, скажем, видения, да, этой истории. И действительно для меня вот ваша позиция как ученого, как геолога явилась, наверное, ключевой в принятии решения о том, что Куштау нужно защищать. И не просто освещать эти события как журналисту, да, но и иметь собственную гражданскую позицию, которая заключается в том, что Шихан нужно сохранить. Больше ли стало, скажем, интересующихся в ученом мире специалистов вот этой историей, Шиханами в частности? Я сейчас имею в виду не только внутри страны, но и за границей. То есть вот это вот уникальное природное явление, не побоюсь этого слова, так оно и есть, да? Стало ли оно теперь более востребованным, что ли, в мировом научном сообществе? Ну, на самом деле, к сожалению, так однозначно сказать нельзя, потому что это очень долгая, на самом деле, работа, чтобы это стало более интересно, востребовано. То, что более узнаваемо, это определенно. Более узнаваемо именно благодаря вот этой окраске больше политической. А то, что это более интересная точка зрения науки, это долгая работа, она и до этого велась, и, в принципе, определенный бренд у Шиханов, он всегда был, там и совещания геологические проводились. Вот. Но чтобы дальше это шло, это большая работа ученых. То есть здесь уже просто какими-то постами или там митингами эту проблему не решишь. То есть это нужно приглашать ученых со всего мира, проводить совещания. То есть вот в Китае, например, там активная работа ведется по популяризации их там геологических различных объектов и популяризации среди и широких масс, и это развитие геопарков.
и среди ученых. То есть там у них к месторождениям, чуть ли не к месторождениям, к геологическим разрезам, чуть ли не асфальтовые дорожки каждым проложены. То есть и все прекрасно видно, там стенды, где какие там фауна, флора и так далее. То есть вот это, конечно, важно, это работа долгосрочная, и радует, что вот этот геопарк Таратау, над которым коллеги работают, он потихоньку развивается, и, надеюсь, в научном русле тоже будет развиваться. Вот, кстати, и здесь не все, скажем так, хорошо в том смысле, что есть разные мнения. Вот геопарк Таратау, непосредственно Шихан Таратау, создатели геопарка анонсируют, по-моему, даже уже работают над тем, что выстраивают, значит, на склоне Шихана геологическую тропу в виде некой лестницы. И тут одни говорят: классно, теперь люди не будут подниматься где попало, значит, и будет сохраняться вот естественный покров на Таратау. А кто-то говорит: нет, наоборот, лестница увеличит туристический поток, и в любом случае кто-то будет бегать вокруг да около, и в целом антропогенная нагрузка возрастет, не нужно строить никаких лестниц. Вот на ваш взгляд, где выход из этой ситуации? Я общался с коллегами-биологами, все они, с кем мне довелось общаться, они поддерживали как раз-таки наличие вот таких вот структур, чтобы люди не ходили где попало и не вытаптывали там краснокнижные растения. Поэтому будет лестница, будет огороженная тропа, это определенно будет лучше. Но закрывать и делать вид, что там теперь никто не ходит, тоже не нужно, я так понимаю, да? Я не сторонник полностью закрывать, все-таки всему должна быть мера, естественно. То есть не должно быть крайности, что все со всех сторон поднимается, и это не контролируется, но и все закрывать полностью тоже неправильно, на мой взгляд. Что-то подобное должно быть на Куштау? Типа вот какая-то тропа оборудованная, чтобы туда туристы ходили. То есть, потому что вот даже когда мы с вами были на Куштау, и когда мы ездили с коллегами по СПЧ буквально за пару дней до событий 15 августа, когда прошел дождь, там очень было сложно подниматься. И даже была забавная ситуация, когда уже после приехал Алексей Пивоваров, и тоже меня пригласили туда, они, как ребята очень опытные, они все прикупили сапоги, а я как-то поехал, я и не подумал, что там сейчас прошел дождь, и я вроде геолог, но я шел в кроссовках, там скользил, и было неудобно, а они очень подготовленно поднялись до самого верха. Поэтому, конечно, тропа нормальная нужна, и действительно, и чтобы вот эти краснокнижные растения, они не уничтожались. В эти дни, когда многие публиковали воспоминания, посты, аналитику определенную, видел я и споры присутствовали среди единомышленников, среди защитников Куштау, да, на тему того, что послужило основным триггером того, что люди стали защищать. Видел ваш пост о том, что все-таки надо подходить, ну, скажем, цивилизованно, научно и разные мифы отметать, даже если эти мифы помогают в определенной ситуации. Я имею в виду сейчас миф о неком разломе, да, о котором публиковали, даже вот фотография любопытная, что если Куштау взорвать, то вот он разлом, и у нас тут все под землю уйдет. Хотелось бы эту мысль как-то развить, пояснить для тех, кто, может быть, эту мысль не слышал. Вот в чем она заключается? Ну, основная наша дискуссия с некоторыми активистами, моя дискуссия была в том, что кто-то говорил, что на войне как на войне все средства хороши. То есть пусть это будет разлом и фейковый, и мы специально даже, кто-то его сочинил, тот молодец. Вот, на мой взгляд, все-таки ложью и обманом к чему-то хорошему стремиться нельзя. То есть и экоактивизм, популяризация бережного отношения к природе через обман, она, ну, в краткосрочной перспективе действительно она может помочь. Но в долгосрочной перспективе это такой очень зыбкий фундамент, который ни к чему хорошему не приведет. То есть если мы в итоге узнаем, что все, что у нас есть, там, это глобальное потепление и сбор раздельный мусор и так далее, это на самом деле просто обман, и ничего этого делать не нужно, то потом любые дальнейшие инициативы, они также работать не будут. Поэтому нужно все это строить на очень прочной почве. Это дольше, это сложнее, но это более долгосрочный подход. Но это на мой взгляд. Ну и как раз я и говорил в этом посте, чтобы вот этого не было, этих фейков, потому что я пытался, когда и в том году в дискуссиях объяснять, что это просто в пейнте нарисованный разлом, у геологов пульверизатором, распылителем разлома не рисуют. И ни на одной геологической карте, а там была вообще карта почвенная, тем более нет таких разломов, но люди просто даже агрессивно это воспринимали, как чуть ли не я не сторонник разработки, там такая проблема была. Вот поэтому, естественно, в этом были у нас дискуссии. И насчет научного подхода, то есть, ну, на самом деле нельзя всю промышленность отрицать, тем более, что многие экоактивисты сами прекрасно пользуются автомобилями, сотовыми телефонами, но при этом всех промышленников считают абсолютным злом. И любую добычу полезных ископаемых. Тут, разумеется, добыча полезных ископаемых, она должна идти, ну, как бы, очень рационально. То есть это не говорит о том, что в каждом регионе мы должны ее активно вести, где-то пусть она будет больше, и это должно быть, естественно, при согласовании и с местными жителями. То есть если у нас будет нормальное гражданское общество, если у нас будут функционировать все
демократические институты, то вот взять Австралию, причем у них параллельно все это происходило, но совершенно разный итог. У них там взорвали пещеры, которые были как бы для аборигенов тоже своего рода святыми. И в итоге руководство крупнейшей компании, горнодобывающей, оно все было вынуждено подать в отставку. То есть сразу же. Но реакция совершенно другая. Это как раз вот результат функционирования институтов. И общество, оно понимает же, когда есть выгода от разработки, есть выгода региона от разработки. То есть сейчас, когда у нас действительно регионам мизер достается от добычи полезных ископаемых, то есть все в основном уходит в Москву, то как бы отношения соответствующие. То есть, на ваш взгляд, неправы те, скажем так, оппоненты, ну, даже в некотором смысле сторонники, но оппонирующие вам в соцсетях, говорящие, что в принципе можно отказаться от добычи полезных ископаемых, перейдя к зеленым технологиям, безотходному производству, добыче электроэнергии там, с помощью солнечных батарей и так далее. А они частично правы, но не в абсолюте. То есть они пытаются это все в абсолют возвести. На данный момент это, резко за год это невозможно. То есть другой момент, они правы, и это очень хорошо, что есть такая инициатива, потому что наших политиков нужно к этому как-то подвигать, чтобы действительно и раздельный сбор мусора, и вот это, если взять, как в Европе действует, например, у нас в музее, где я работаю, как раз мы занимаемся геотермальными технологиями. То есть ездили, вот буквально недавно была на Соловки, Соловецкие острова, и там смотрели, возможно ли создать вот геотермальную станцию. То есть получать энергию возобновляемую и безотходную из тепла Земли и, соответственно, не сжигать дизель на этих островах. Вот. Но проблема у нас в том, что если в Европе, к примеру, какая-то компания тоже хочет развивать такие технологии, там, бурить скважину, у них там и законодательная база совершенно другая, у них там есть поддержка. То есть если человек бурит скважину, и у них там она оказалась там холодная, грубо говоря, то есть у них эти риски, они тоже просчитываются и помогают. То есть у нас это все на свой страх и риск, это первое. И второе, нету каких-то поощрений за развитие зеленых технологий, они в принципе более дорогие. То есть и это действительно нужно поддерживать и изменять. Ага. А, кстати, вот поиск таких источников на Соловках, а что мешает такие вещи искать, я не знаю, в той же Башкирии? Да, понятно, у нас тут дешевле, наверное, подключиться к газопроводу, который уже построен, но на будущее. В этом-то и главная проблема, что действительно на данный момент дешевле качать ресурсы, которые есть в земле. То есть нефть, газ, сжигать их, преобразовывать в электричество. То есть зеленая энергетика, она априори более дорогая. На Соловках там немножко это отличается, как и на других отдаленных населенных пунктах нашего крайнего севера, когда поселок изолированный, когда туда везется дизельное, к примеру, топливо, чтобы его сжигать, а везти его можно только летом и осенью, оно более дорогое. Электричество становится более дорогое. И там, даже с точки зрения экономики, в принципе, альтернативная энергетика, она может быть еще и экономически оправдана, не только экологически. У нас она будет оправдана именно экологически. Плюс у нас сама территория Башкирии, она характеризуется, так сказать, невысоким геотермальным градиентом. То есть температура на глубине у нас растет не так быстро, как, например, на Камчатке. Поэтому на Камчатке, из-за того, что там еще и вулканов много, там крупнейшие геотермальные станции у нас в России расположены. Любопытно. Вот возвращаясь, скажем так, к шиханам, хотелось бы немножко политическую составляющую. У нас в республике так или иначе, по крайней мере, создается видимость, что некий такой куштаускский консенсус созрел. По крайней мере, все пытаются вот этот консенсус. Не все, ошибаюсь тут, наверное, я. Власти, прежде всего, пытаются изобразить, что у нас он достигнут. И называют это общей победой башкортостанского народа и так далее, и так далее. Вот вы согласны с таким принципом, что надо бы забыть уже обиды прошлые, какие-то недомолвки, а то и даже, может быть, оскорбления и обвинения, и вот согласиться с тем, что это общая победа, и дальше с этим жить? Я думаю, здесь тоже должна быть золотая середина. То есть здесь тоже есть крайность, когда чуть ли не всех жителей республики делят на врагов фашистов и героев, и еще третья категория трусов, молчунов. То есть мне эта концепция не нравится. Кто-то, да, действительно молчал, хотя, признаюсь, когда ехал с вами с Куштау, была такая эйфория, и действительно вот эти 2 года, когда это все непонятно как шло, и когда, действительно, немногие ученые высказывались, но была немножко такая обида на научное сообщество, но сейчас я понимаю, что у каждого разная ситуация, и кого-то обвинять, кто-то даже, может, просто не вникал в это, и просто поэтому ничего не писал. Поэтому обвинять людей за молчание, тех, кто, просто не вникал в ситуацию, я думаю, неправильно. Но, с другой стороны, все-таки был действительно беспредел, были чоповцы, привозили спортсменов, и когда это не расследуется, и действительно виновные не ищутся, тоже, я считаю, неправильно. Все-таки
как бы, ну, были пострадавшие люди, там, местные жители, и все-таки это должно быть как-то, ну, расследовано. А исход юридической составляющей в плане акций, собственности, отбора, значит, у акционеров, уход в федеральную собственность и возвращение части акций в Башкирию, на ваш взгляд, это вот хорошее решение? Это победа? Вот, честно говоря, я до конца здесь не могу ответить. То есть это вопрос такой не геологический, это вопрос экономический. Мне здесь сложно, на самом деле, сказать, насколько действительно выгодно в долгосрочной перспективе, потому что иногда видимость может быть одна, а в 10-летней перспективе совершенно итог другой. Вот непопулярное мнение, оно и раньше было не очень популярным, а сейчас совершенно редко, но звучит иногда, заключается в том, что Шихан Куштау, да, геологически уникален, но рядом есть два таких же, с точки зрения геологии, а внешне, в принципе, не очень симпатично, обычно холм. Вот как вы на это возразите? Есть ли доля хотя бы правды в этих словах, а может быть вообще правда? Ну, как всегда, в любой лжи есть доля правды, то есть она действительно есть, так же, как и про Шихана говорили, что это просто обычные холмы, а таких холмов много, но да, это правда, они холмы. Но у любого биолога, специалиста по краснокнижной фауне, флоре нашей республики, если спросить, то он ответит, что вот эти наши Шиханы, они не взаимозаменяемые с точки зрения именно биологических видов. То есть на каждом своя там произрастает свой набор краснокнижных растений, где-то они частично пересекаются, но не полностью. Вот поэтому эндемики есть на Куштау, то есть те, кто произрастает только там. Поэтому Куштау, он не может быть заменен другими шиханами. То есть геологически, может быть, еще как-то геологически, можно, да, натянуть эту геологически, идею? безусловно, можно это натянуть. То есть, действительно, это геологические объекты, они схожие, но биологически нет. И плюс еще есть там и археологические памятники. Так, мы, наверное, не успеем до перерыва следующий вопрос уже задать. Я напомню, что в гостях программы «Персонально ваш» ученый-геолог Исхак Фархутдинов. Сейчас он работает заместителем директора по научной работе Государственного геологического музея имени Вернадского в Москве. Пожалуйста, присылайте вопросы в YouTube и с помощью номера для СМС, WhatsApp и Telegram сообщений +7 927 304 10 51. Мы скоро вернемся, оставайтесь на Эхе. Часов 30 минут московское время. Добрый день, в студии Ирина Меркулова. Краткие новости на Эхе. На Сахалине военный суд приговорил 2 студентов техникума Максима Пудовкина и Илью Грониса к 6,5 и 7 годам колонии соответственно. Их признали виновными в подготовке нападения на школу, пишет «Новая газета» со ссылкой на отца одного из осужденных. Обвинение запрашивало по 9 лет. Молодые люди не признали себя виновными. Во время обысков у них изъято обрез охотничьего ружья, патроны, детонаторы, взрывное устройство. Родители утверждали, что улики подбросили, и экспертиза не нашла следов задержанных на оружии. Мировой суд в Москве оштрафовал компанию Google на 6 миллионов рублей за отказ удалить контент, который российские власти считают запрещенным. Таким образом, общая сумма штрафов достигла 32,5 миллионов рублей. Ранее суд выписал многомиллионный штраф Google за отказ локализовать базы данных россиян. В московских СИЗО вернули большую часть ограничительных мер по коронавирусу, сообщает пресс-служба управления ФСИН. В частности, приостановлены краткосрочные и длительные свидания с родственниками. Ограничен вход на территорию СИЗО, в том числе членов общественных наблюдательных комиссий. Ограничения не касаются следователей, дознавателей и адвокатов, сообщает ТАСС. Охранник Российской государственной библиотеки имени Ленина избил 19-летнего посетителя. Пострадавший госпитализирован с многочисленными травмами, в том числе переломом лицевых костей, ранами глаза и века, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По этому факту проводится проверка. По данным оперативного штаба, в России от коронавируса умер еще 791 человек. Общее число заболевших за сутки более 21 тысячи, в том числе
числе около 2000 в Москве. В Санкт-Петербурге за сутки выявлено 1500 новых случаев коронавируса. Власти Гонконга, где действуют жесткие ограничения на въезд иностранцев из-за пандемии, разрешили приехать на съемки известной актрисе Николь Кидман. В виде исключения ее освободили от обязательного карантина. Это возмутило местных жителей. Пользователи пишут в социальных сетях, что некоторые жители Гонконга из-за требования о самоизоляции уже почти 2 года не видели своих родных и близких. Сообщается, что Кидман прилетела в Гонконг на несколько дней. Она должна принять участие в съемках сериала «Экспаты». АвтоВАЗ на заводе в Тольятти полностью приостановит производство автомобилей из-за дефицита электронных автокомпонентов, поставляемых компанией Bosch Самара. На предприятии заявляют, что неделя простоя с 23 по 30 августа будет объявлена днями отпуска. На заводе выпускают Lada Granta, X-Ray, Largus и Nivo, а также модели Renault Logan. Из-за нехватки автоэлектроники этим летом завод 6 раз приостанавливал конвейер. В Москве сейчас плюс 24 градуса, в ближайшие сутки без осадков, завтра днем до плюс 26. Ирина Меркулова, служба информации, Эхо Москвы. Приемная комиссия Башкирского кооперативного института, Российского университета кооперации и Башкирского кооперативного техникума продолжает прием документов на 2021-2022 учебный год. Мы находимся по адресу: город Уфа, улица Ленина, дом 26. Телефон 274 52 36. 274 52 36. Благотворительный фонд «Особенные дети» приглашает уфимские компании 25 августа в парк Кашкадан на турнир по пляжному волейболу. Все собранные средства пойдут на лечение годовалого Эмиля Садыкова. Малыш родился раньше срока на 3 месяца и нуждается в реабилитации. Примите участие в турнире и подарите мальчику здоровое и счастливое будущее. 25 августа в парке Кашкадан играем в волейбол и совершаем добро. Подробности на сайте благотворительного фонда «Особенные дети». Премьера в Башкирском государственном театре кукол 21 и 22 августа в рамках проекта «Куку Проджект» на малой сцене театра состоится интерактивный спектакль для самых маленьких «Чем пахнут одуванчики?». Герои сказки «Зайка, Белочка и Медвежонок» расскажут малышам о том, что такое лето и какие чудеса происходят в природе в самое теплое время года. Завершится программа мастер-классом по скраббукингу и фотосессией в декорациях спектакля. Начало в 11, 13 и 16 часов. Категория 0+. Телефон рекламной службы «Эхо Москвы» в Уфе. 216 35 99. Эхо Москвы в Уфе и общественная организация «Берзямлек» представляют рубрику «Говорим по-башкирски». Останки. Калдыктар. Останки корабля. Караб калдыктары. Останки корабля. Караб калдыктары. Глава Башкирии планирует отправиться на поиски останков корабля на Северный полюс. Башкортостан башлыгы караб калдыктарын эзләр өчен Төньяк полюска китергә планлаштыра. Глава Башкирии планирует отправиться на поиски останков корабля на Северный полюс. Башкортостан башлыгы караб калдыктарын эзләр өчен Төньяк полюска китергә планлаштыра. Эхо Москвы в Уфе и общественная организация «Берзямлек» представляют рубрику «Говорим по-башкирски». Персонально ваш. Продолжаем программу «Персонально ваш» в прямом эфире «Эхо Москвы» в Уфе и на YouTube-канале «Эхо Москвы» в Уфе. У нас сегодня в гостях бывший заведующий кафедрой геологии Башкирского государственного университета, а ныне замдиректора по научной работе Музея геологии имени Вернадского в Москве Исхак Фархуддинов. Меня зовут Руслан Валиев. Мы продолжаем. Вот, кстати, про музей. Все-таки хотелось бы спросить, и вообще про деятельность вот эту научную, да, вот что музей из себя представляет, я хоть и там не был еще до сих пор, к сожалению, но более-менее как-то могу представить, видел множество постов там и так далее, да, а вот научная деятельность с точки зрения геологии у обывателя,
такого, как я, складывается впечатление, что с точки зрения геологии все уже вдоль и поперек изучено. Ну вот, например, вы же знали прекрасно, там, что из себя представляют шиханы. Не нужно было ехать перед этими событиями, чтобы их изучить и сказать, что, о, смотрите, они там научную ценность имеют. Или я ошибаюсь сильно? У нас страна такая огромная, что еще совершенно вдоль и поперек не изучена. Ну, с точки зрения поверхностной геологии действительно довольно много уже изучено, но это только то, что на поверхности. А помимо этого, есть же сейчас очень сильный оборот набирает именно наука на стыке дисциплин, то есть на стыке различных направлений. Это может быть и геология, и медицина, то, что, чем в том числе и я занимаюсь, то есть как геология влияет на здоровье населения. Плюс, геотермия — это тоже своего рода стык, потому что здесь и геология, и физика, и частично еще и экономика идет. То есть наука только в одной области, она сейчас, меньше интересна сообществу, хотя тоже там бывает открытие. Сейчас интересна именно командная работа, где специалисты из разных сфер. Вот у нас недавно мы собирались по Zoom с коллегами, там у нас по медицинской геологии, именно ассоциация мировая, США, Мексика, Венесуэла там, и ряд других стран, и обсуждали, потому что вот это открытие и изучение, как вообще геология влияет на здоровье, сложно сказать по одной стране. Потому что мы какие-то взаимосвязи, например, видим, что здесь регион, здесь много, допустим, какого-то металла, пусть это будет ванадий, к примеру. Но чтобы точно знать, что это мы не пропустили какой-то внешний фактор еще один, например, какой-то завод, работающий рядом, который вообще какие-то химикаты совершенно другие использует, то нам нужно знать, как это действует в других странах. И поэтому, когда совместно идет работа по ряду стран, вот тогда выводы будут более достоверные. То есть, как влияет наличие того же ванадия, например, на заболеваемость онкологии, да, в той или иной зоне? Да, именно так. И очень интересно. А вот удалось ли уже что-то выяснить, какое-то, может быть, открытие, или оно наклевывается, или уже состоялось, что вот что-то вот не знали пару лет назад, а теперь выяснили? Но из интересного, что по нашей республике, то есть мы сейчас отбирали пробы накипи, 500 проб отобрали накипи питьевых вод и посмотрели распространенность именно урана в этих водах. В накипи. Есть корреляция, есть много урана в накипе, соответственно, будет его много в питьевой воде. И у нас получилась карта распространенности урана, получилось много его, относительно много, по сравнению с зелеными частями на западе, мало там Карайдельский район на севере, потому что мы известняки, больше также на юго-востоке. И мы отобрали пробы, пока что не так много, 50 проб волос детей с разных регионов, и у нас получилось практически 100% корреляция. Там, где много урана в накипе, будет много урана и в волосах. То есть, чтобы наши жители, конечно, не пугались, много, я говорю, это относительно именно нашего региона. На самом деле, если брать регионы, тут же Томская область или Иркутская область, у нас картина по тяжелым элементам, в том числе по урану, очень хорошая. То есть у нас его не так много. Но вот это мелкое, небольшое различие, то есть здесь его чуть больше, а на севере чуть меньше, оно в долгосрочной перспективе может влиять. Вот мы сейчас это как раз хотим нащупать и определить, есть ли такая картина. Это по нашей республике. То есть, хорошо, с ураном не все так страшно, хотя местами хуже, это я понял. А есть ли у нас другие какие-то элементы химической таблицы Менделеева, которые вот все-таки в плохой концентрации хуже, чем в других местах и областях России? Естественно, это весь наш восток. То есть нужно понимать, что есть месторождение, будет завышенной концентрации. Там у нас много цинка, много меди, и это сказывает. Есть исследование Ларисы Николаевны Билан, доктор геолого-минералогических наук. Она как раз изучала влияние вот этих геологических факторов в Зауралье на заболеваемость населения. У нее там достоверно получилась корреляция. То есть целый комплекс различных заболеваний, и он повышен. Заболеваемость повышена из-за повышенной концентрации металлов в почве, соответственно, в той же картошке, которая растет на огородах, и в людях. И это происходит из-за того, что разрабатываются месторождения. То есть сам по себе химический элемент на поверхность не выходит, скажем, если его там концентрация в земле высокая. То есть нужно, чтобы гору раскопали, условно говоря. На самом деле здесь сочетание факторов. Когда мы разрабатываем месторождение и это складываем в отвалы то, что у нас не такая высокая концентрация, на самом деле с этих отвалов дождь прошел, и вот эта вода проходит через отвалы, дальше течет, и, в принципе, по той же ртути, например, интересная картина, наблюдается, как от вот этих отвалов дальше идет вот это все ореол, вот это распространение ртути. То есть это первый фактор. Но на самом деле за Урале там все сложнее, там действительно геология обуславливает повышенное содержание металлов. То есть даже если мы ничего не будем раскапывать, в принципе, все равно металлов в почве, питьевой воде больше. Здесь что делать? Во-первых, если жители там
родились, выросли, для них это влияние, на самом деле, оно будет менее негативным, потому что организм у нас адаптируется. Если ты с детства привык получать вот этот больший набор микроэлементов, в том числе и металлов, ты не так будешь этому подвержен, если, например, вот, кто-то в Уфе родился, прожил, а Уфа у нас на гипсах, гипсы, они с точки зрения металлов довольно-таки чистые, и вот прожил в Уфе 30 лет, и в 30 лет переехал в Сибай, вот для него, да, в этом случае я бы обязательно рекомендовал в Сибае не пить воду из-под крана, а фильтровать, то есть за год, за два ничего не случится, но если жить там 10-20 лет, то влияние может оказаться существенное. Вот. Ну и, в принципе, в Заурале даже тем, кто и живет, тем, кто пьет воду из своих скважин, все-таки питьевую лучше фильтровать, потому что там действительно пласты, обогащенные различными металлами. Ага. А вот само по себе наличие накипи в воде, бывает вода, условно, вот родники даже возьмем элементарные, да, ключевая вода, где-то больше накипи, где-то меньше. Мнения, на мой взгляд, кстати, различаются. Кто-то утверждает, что много накипи — это изначально признак негативный, а кто-то говорит, нет, накипи рознь как раз-таки, да, ее может быть много, но она может быть даже полезной. Ну, и те правы, на самом деле, потому что есть исследования определенные, которые говорят, то есть накипь о чем говорит? О том, что много, в том числе, минерала кальцита в растворенном виде, кальций СО3 в воде, который потом при испарении оседает. То есть, по сути, накипь — это карбонат, скажем так, кальций, магний и СО3. И поэтому там, в первую очередь, кальций СО3, и вот этот кальций, он на самом деле позитивно влияет на наше сердце, то есть на здоровье. И есть исследования, смотрели статистически, то есть те регионы, где вода была более жесткая, то есть там люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями болели меньше, на самом деле, чем те регионы, где вода была абсолютно мягкая. Поэтому тут как бы с одной стороны хуже, чайник чаще нужно мыть. Это да. Каменная болезнь, она будет чаще, потому что вода более жесткая, в ней больше минералов. Но для других органов это лучше, поэтому здесь и те правы. Как интересно. Значит, хотелось бы еще к одной большой теме перейти, от частных историй, скажем, к альма-матер вашей, к Башкирскому государственному университету, где уже принято, по сути, решение об объединении с УГАТУ. Дискуссия разворачивалась минувшей зимой и весной. Были те, кто выступал активно против. Меня, кстати говоря, это удивляло довольно, да, то есть у нас вот даже во времена Куштау мало кто из ученых высказывался открытую, а тут прямо ученые встали горой за то, чтобы сохранить, в частности, БГУ в качестве отдельного вуза. В УГАТУ этих самых возражений было не особо много. Вы как оцениваете, вот в нынешних реалиях, уже в сухом остатке, что мы имеем? Аргументы власти, которая говорит, что благодаря объединению будет много денег, уровень образования повысится, абитуриентов больше в республике останется, и в целом мы будем в выигрыше. Их оппоненты утверждали, что ничего подобного, одно из другого никак не следует. На ваш взгляд, следует или нет все-таки? Я думаю, обязательно будут тоже и плюсы, и минусы в организации. Если может увеличиться бюрократия, к примеру. Но если появятся деньги, будут там новый кампус, то это определенный плюс. И, на мой взгляд, все-таки плюсы здесь перевешивают. Хотя мне не нравилось с местами, как ведется дискуссия с научным сообществом, это определенно. Особенно, когда, если кто там проводит один из коллег социологический опрос, и там вдруг появляются какие-то непонятные уголовные дела на него, но это просто неприемлемо, такой диалог вести с научным сообществом. А другой момент, вот, честно, когда ты работаешь просто сотрудником, это я ощутил на себе, перейдя на уже такую руководящую должность в Москве, у тебя немножко одна картина происходящего. Когда ты занимаешь более руководящую должность, и ты уже должен думать и о зарплатах, что ты будешь платить людям, ты должен думать, как у тебя будет организация развиваться, то у тебя совершенно другая картина. И вот иногда у нас не хватает вот этого диалога. Мы друг друга не слышим. И поэтому реформирование образования – это вещь очень непопулярная, на самом деле. И то, что у нас руководство республики, оно взялось за это, мне все-таки кажется это хорошим знаком. И я надеюсь, что все-таки это будет сделано хорошим образом, это все объединено и будет хорошо функционировать. И у меня есть такие надежды. То есть, в частности, развитие кафедры геологии, да, в этом смысле может улучшиться. То есть геология, вот, даже вот по моей кафедре, что я могу сказать, я не вижу факторов, чтобы она хоть как-то пострадала от этого объединения. Потому что больше всех рискуют действительно специальности, которые пересекаются. Например, экономисты. Они есть и в УГАТУ, и в Башгу, и нужно будет решать, где они сильнее, и оставлять именно там, а других либо присоединять, либо начинать сокращать. Естественно, это риск, и люди, кто работают в этой сфере, естественно, им это не нравится, это логично. С точки зрения геологии,
как минимум, геология не двуготу, и, во-вторых, вот то, что мне не удалось, работая в университете, к сожалению, я не смог создать там действительно хорошую лабораторную базу. Тоже наши исследования там, по накипи 500 проб, мы это все отправляли в Томск к коллегам, и они нам на своем оборудовании делали исследования. У нас, к сожалению, я подавал гранты, но на момент моего уезда с республики в сумме это где-то 30 было грантов подано различных. То есть каждый грант, нужно понимать, что некоторые, причем это недели, 2 работы вот просто только над этим, но, к сожалению, ничего не получилось. Ни одного не выиграла. Ни одного я не выиграл, к сожалению. И у меня есть надежда, что вот это объединение все-таки будет финансирование, и лабораторная база на разных кафедрах, и в том числе на кафедре геологии, она будет улучшена, потому что без этого невозможно вести ни научные исследования на нормальном уровне, ни хоздоговорные работы, чтобы хоть как-то платить повышенную зарплату, не голый оклад преподавателям. И плюс студенты, у них появится возможность вести исследования, потому что мне нравится в Томске? Студенты сами приходят с пробами своими, там накип, волосы, листья тополя, сами проводят исследования на оборудовании, сами смотрят микроскопы и пишут статьи. То есть и уровень образования совершенно другой в Томске, к сожалению. У нас мы не дотягиваем. То есть даже если у нас будут очень замотивированные преподаватели, и у нас, к счастью, удалось создать такую команду на кафедре, но одно дело мы это им студентам показываем на слайдах, и рассказываем, как прекрасно смотреть микроскоп и так далее. То есть, микроскопы у нас базовые, студенческие есть, но чтобы серьезно вести исследования, таких нет, к сожалению, на данный момент. И это меня расстраивает очень. И поэтому, если это объединение будет способствовать закупке оборудования, то это определенно будет большой плюс. Ну да, понятно. И без объединения рассчитывать, что вдруг появятся деньги и все это будет закуплено, как бы особо нет. Пока что нет, да. Угу. Ну вот мы вернулись к прикладным вещам, и как раз слушатели в Телеграме просят прокомментировать ваше мнение по поводу Уфы, карста, на котором Уфа находится, изученности этого вопроса и наличия рисков или отсутствия таковых для того, что уже в Уфе построено или будет построено. Я вот от себя добавлю по поводу метро, насколько оно в Уфе уместно с точки зрения геологии. То, что уже довольно много было уже сказано, что у нас породы, они карстующиеся, так сказать, это растворимые породы, в основном гипсы и известняки. Метро у нас проблематично строить, на самом деле его возможно построить, но просто гораздо дороже. То есть нужно строить его глубже, там, где породы уже не карстующиеся. Но это как в Петербурге, к примеру, довольно глубокое метро, одно из самых глубоких в мире, в принципе. Второй момент, насколько изучен хорошо, поверхностно изучен, более-менее неплохо, но проблема в том, что у нас многие данные, они разрозненные. То есть есть там инженерно-геологические компании, которые бурят скважины перед строительством, делают отчеты, насколько возможно строить, какая категория карста. Это есть там где-то в геологических фондах, но такой полной модели и детальной карты, а еще желательно это делать уже не просто поверхностная карта, а карта в виде 3D-модели с современными компьютерными технологиями, плюс еще и с моделированием скорости карстообразования, то есть это такая серьезная работа. Такая работа пока что не ведется, но, насколько мне известно, планируется, разговоры такие есть. Когда это будет реализовано, пока что не могу сказать, не знаю. Но делать это, конечно, нужно. Да, и, наверное, неплохо как-то это даже объединять, с усилиями по улучшению материально-технической базы того же БГУ, в плане кафедры, и чтобы это и студентам практика, и опыт, и знания, и все это вместе полезно. То есть это было бы вообще идеально. То есть сейчас, и вектор этот, на мой взгляд, правильный, у нас в основном, считается, наука постепенно должна переходить в университеты. До этого у нас было такое разобщение: отдельно Российская академия наук, отдельно университеты, наука университетская отличается от РАНовской, и сейчас все-таки это тот же консорциум и так далее, все это идет на такой синтез совместных усилий. И поэтому, если будет оборудование на кафедрах, студенты смогут сами выполнять работы, это сразу уровень наших студентов нашей республики, он повысится в разы. Потому что это главная моя была боль на кафедре, когда ты преподаешь студентам, хочешь их замотивировать, словами как-то мотивируешь, в экспедиции, когда мы ездим на летнюю геологическую практику, и они загораются исследованиями, но обеспечить им возможность самим вести исследования ты особо не можешь. Это очень сильно, конечно, меня расстраивало всегда. И я очень надеюсь, что наш объединенный вуз новый, все-таки он позволит студентам разных кафедр и преподавателям повысить уровень нашего образования высшего.
Да, в названии, которое предложили, там есть слово «наука», и это, в общем, обнадеживает. Кстати, по поводу научного менеджмента, так это назову, контраст между Уфой, в частности БГУ, и тем, что происходит в Москве, он разительный. Чувствуется, что вот все-таки здесь провинциальность, местечковость и все вот это вот, к чему мы привыкли и не очень любим, а там цивилизация, не знаю, Европа, здоровая конкуренция и так далее. Ну, мне больше всего контраст, который я наблюдал и который меня расстраивает, это взаимоотношения образовательных научных организаций с Министерством образования Российской Федерации. То есть, если у нас здесь, когда приходит какая-то бумага, сразу реакция, бумага от министерства, что все, мы так сделаем, то в Москве это совершенно по-другому. В Москве обычно реакция: так, они здесь неправы, едем, разговариваем, решаем. И я лично наблюдал случаи, когда пришла бумага, что у вас есть 2 темы, одна из них по вашему институту не совсем актуальна, рекомендуем оставить одну. И едут в министерство, говорят: вы не правы. Те говорят: ну, извините, да, мы были неправы. Поторопились. И все, тему оставляют. То есть у нас здесь в республике, к сожалению, вот это вот, сказывается и то, что мы далеко от Москвы, и разговаривать, когда ты на расстоянии 1500 километров, сложнее, естественно, чем когда ты просто сел 15 минут, доехал на метро и зашел, поговорил. Это, к сожалению, есть. И вот эта централизация в этом плане, она мешает. То есть диалог министерства и вузов, он в этом плане такой больше монолог. У нас государство в целом последние, уже довольно много лет декларирует, что наука для государства важна, что нужно в науку вкладываться, местами даже какие-то мегапроекты, там вроде Сколково запускаются. Но в то же время мы наблюдаем, что вырастает, как некоторые... Я, наверное, не сторонник этой точки зрения, но называют так называемое поколение ЕГЭ, да, возникло, которое, дескать, очень необразованное, неграмотное и так далее. Вы как себе это представляете? Та поддержка науки, которая декларируется, она в реальности что-то приносит, или мы действительно деградируем в целом? Первое, по ЕГЭ я абсолютно не согласен с этими фразами. Поколение ЕГЭ, студенты с каждым годом все хуже, позиция мне всегда не нравилась, работая в университете. На самом деле у нас с каждым годом абитуриенты были все сильнее. И это меня тоже очень мотивировало стараться как-то больше условий им создавать. То есть это реально некрасивые слова. Действительно так, студенты с каждым годом все больше и больше были настроены на поиск научных каких-то знаний. И у ЕГЭ есть самый главный плюс. Есть и минусы, естественно, как всегда. Но самый главный плюс, то, что не было, когда... Мы раньше без ЕГЭ поступали. То, что раньше абитуриент, если очень умный, есть шанс поступить в хороший вуз, например, где-то там, пусть это будет Томск, Новосибирск, Москва, но есть риск, что в Москве, например, будут и другие студенты, он там сдаст в университете экзамен и не поступит, а здесь в Уфе он уже тоже не успеет. Останется на улице. И останется на улице или в армии, если это понятно. Да. Поэтому сейчас ЕГЭ это убирает. То есть, и особенно это важно для абитуриентов с небольших сел, потому что тратить деньги на поездку куда-то в Москву, это, проблематично. Все понятно, мы это все пережили в свое время сами. Да, именно так. И поэтому я очень рад, что такая система есть, и что есть возможность у ребят с сел поступать в крутые вузы, если они действительно старались, учились и сдали ЕГЭ на высокий балл. Это прекрасно. То есть систему нужно улучшать, менять, чтобы, например, не было там коррупционной составляющей, когда у нас были годы, когда с каких-то кавказских регионов чуть ли не 100-бальными результатами по всем 3 ЕГЭ поступали в МГУ, и были проблемы с этим. То есть, естественно, это нужно решать. Улучшать вопросы тоже нужно, но сама система единого госэкзамена, на мой взгляд, она больше приносит пользы, чем вреда. А в целом то, что государство декларирует, и делает ли? На самом деле здесь тоже очень сложная картина, в том плане, что когда я работал в университете, у меня была такая картина, что повысьте дотации университетам, и все будет прекрасно, сразу будут высокие зарплаты, мы сможем набрать хороших преподавателей и так далее. То есть, с одной стороны, это правильно, но на самом деле все сложнее гораздо. То есть я понимаю, что далеко не все преподаватели, если у них будет высокая зарплата, они сразу станут хорошо работать. То есть это очень сложная система обновления того, что очень давно хорошо не обновлялось. То есть многие решения вообще, в принципе, тут изначально
могут быть непопулярны. То есть даже вот никто сейчас не пойдет на то, чтобы говорить о том, что бюджетное образование нужно убирать, потому что это просто будет конец политика, а нужно создавать образование больше как грантовое. То есть у нас сейчас есть вузы, они борются в глазах министерства за бюджетные места. А должны вузы бороться напрямую за абитуриента с его грантом. То есть абитуриент получает грант на образование от министерства, и уже с этим грантом сам решает, куда ему поступать. То есть эта система была бы лучше, но это очень такой комплексный, долгий и сложный вопрос. И поэтому бюджетные места остаются, и у нас конкуренция, скажем так, не совсем та, которой хотелось бы. Понятно. Еще хотелось бы геополитику затронуть. Вот выше вы упомянули, что есть конференции с различными учеными там, из различных стран, США и прочее. И, в общем, меня это обнадежило, потому что относительно недавно я слышал, что у нас закручиваются гайки в этом смысле, что ученый мир побаивается того, что начнут чуть ли не осуждать за там, шпионаж и так далее, за общение и озвучивание некой информации во время конференции с иностранными коллегами. Это все пока ложная тревога или уже чувствуется, что что-то в этом направлении? Нет, это совершенно правильная тревога, я ее точно так же ощущаю. То есть я знаю, что есть зарубежные гранты, которые есть больший шанс даже местами выиграть эти гранты, чем гранты российские. Но сейчас я понимаю, что где гарантия будет, что потом не получишь галочку иноагента. То есть заявляться пока на них можно, по идее, это никто не запрещает, но в случае выигрыша можно оказаться в списке. В случае выигрыша, если, может, ты кому-то будешь неприятен, то вполне возможно можешь оказаться и ты в списке, еще и подставить свою организацию. То есть, и это действительно меня очень расстраивает, что мы по такому пути идем. Хотя формально этот статус должен присваиваться за ведение политической деятельности. Формально, да, но мы видим, что ситуации будут разные. То есть и вот среди ваших коллег, скажем, уже, наверное, есть случаи, когда вы от чего-то отказались с учетом этих рисков. Скажем так, мы не сильно мотивированы подавать на вот эти гранты, учитывая вот эту всю обстановку. То есть пока что деятельность идет, но уже такие опасения есть в среде. Но хотя бы прямое общение, как я понимаю, пока еще доступно, все эти зум-конференции. К счастью, да, пока доступно и пока оно идет. Насколько наука может пострадать вот из-за вот этих вот политических ограничений, связанных с признанием статусов и так далее? Она уже страдает, в том плане, что если взять даже тот же спорт, представьте, вам нужно воспитать хорошего спортсмена, пусть будет борца, но он может тренироваться и выступать только в своем спортзале. То есть выше своего спортзала он не прыгнет. То есть ему обязательно нужно ездить по соревнованиям, и чем выше уровень, тем должен быть обширнее круг соревнований. То есть точно так же в науке. То есть если мы не контактируем с другими учеными, если мы варимся только в своем котле, то серьезных результатов мы давать не будем. То есть это 100%. А в ученом мире по этому поводу есть консенсус? Все ли ученые или хотя бы большинство ученых согласны с вами? Или есть те, кто готовы закрыть на это глаза ради того, чтобы жить спокойно и не отсвечивать, скажем? Также бывает разное, но в системе Российской академии наук, например, вот из последних правок в закон об образовании, то есть, весь президиум выступил против этих правок, поэтому... Против ужесточений? Против ужесточений, естественно. То есть против введения вот этих новых нормативов о просветительской деятельности. То есть это был, я не знаю коллег, кто бы говорил, что это прекрасно, и это будет работать на наше образование, а не против. Хотя бы это обнадеживает. Спасибо большое. Я благодарю нашего сегодняшнего гостя, заместителя директора по научной работе Государственного геологического музея имени Вернадского Исхака Фахрутдинова. Спасибо. Это был Руслан Валиев. До новых встреч в эфире на Эхе. Спасибо.